Первым вопросом заседания антинаркотической комиссии стало подведение итогов работы согласно протоколу предыдущего собрания. В частности, на многих предприятиях прошли профилактические встречи. Их целью стало информирование работников о выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа, ответственности за распространение наркотических средств, лечение, реабилитации от наркозависимости, профилактики наркомании и ВИЧ-заболеваний. На сайте администрации с 14 ноября по 1 декабря прошел опрос на тему здорового образа жизни, в котором приняли участие 325 жителей Сибая. В школах состоялись конкурсы агит-бригад. Основным вопросом данного же заседания стала тема развития волонтерского движения, как одного из путей профилактики наркомании в молодежной среде. По словам представителей колледжей, сегодня данному вопросу уделяется самое пристальное внимание. Во многих среднеспециальных учебных заведениях волонтерские кружки уже созданы и успешно действуют. За 11 месяцев текущего года медицинское тестирование на предмет употребления наркосодержащих веществ прошли свыше 400 старшеклассников. По словам специалистов, эта добровольная мера в большей степени является профилактическим мероприятием. Подростки в возрасте до 14 лет проходят тестирование с согласия родителей и письменного заявления. С 14 лет с добровольного согласия и письменного заявления. За 11 месяцев 2017 года общее количество прошедших медицинское тестирование 1086 человек. Медицинское тестирование работников потенциально опасных предприятий и жизнеобеспечения населения прошли 910 человек. Из них Башкирэнерготранс 10 человек, МОЭС 19 человек, Башкирэнерго СЭС 97 человек, Газпром 37 человек, Ремстройцентр 24 человека, Зауральская ТЭЦ 9 человек, УГОК 164, РМЗ 28, БашПУ 182 человека. Из них с положительным результатом нет. На заседании также были заслушаны предложения по повышению эффективности профилактической работы. Лиана Кириллова, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.